Привет опять. Откуда Астра-конструктор берет кромка, откуда технолог или мебельщик узнает на какой стороне какая кромка и какая нет? Как откуда? Из программы. Вот вам верхний шкафчик. Вот вам нижний шкафчик. Что делаем? Вот автоматически кромка ставим. Вот выбираем одну кромку. ПВХ. Применить. Готово. Вот другой шкаф. Принимаем другую кромку. Момент. Вот готово. Что? Вот опять. Отчеты. Видите? Вот сейчас все. Фасадов. Изделия. Вот это изделие. Какая кромка? Меламин дуб. Меламин бук. 1 мм. Вот фасады. Какой материал? Список изделия. 2 изделия. Детали по изделия. Вот это отчеты, которые делает Астра-конструктор. Вот детали. Облицовка кромок. Вот и кромка. Вот размер детали. Вот сверху, вот снизу, слева, справа, где есть кромка и где нету. Вот отсюда идет информация. Вот этот список. Можно распечатать. Да, можно. Вот детали для раскроя. С учета кромка или нету, посмотрите сам. Думаю, что с учета кромку, потому что здесь такие размеры. Прифуговка считает или нету. Не смотрел. Вот какие справочника на эти кромки какие. Меламин это использовали. Вот припуск при резке 20. Вот для другая кромка. Припуск при резке нету. Значит, нужно посмотреть в бук. Меламин сюда. Есть прифуговка или нету. Вот сейчас здесь одну только. Меламин. Бук 1 мм. Вижу прифуговку. Ну, сам разберете с прифуговку. Вот для раскроя. Все эти детали. Площадь, детали, расчет стоимости. А вот и уже раскроет это прямая связь с раскрой. Сохранить для раскроя. Сохраняем. Что получаем? Вот верхняя, нижняя, левая, правая кромка. Вот кромки. Отсюда и мебельщик берет. Можно брать из карты раскроя. Там на каждая карта раскроя, на каждой деталь пишет, где какая кромка, есть обозначение. Прямая линия или другая. Отсюда и мебельщик узнает, вот при размере детали, где и какая кромка должна показать.